How do we make Как мы можем удостовериться в том, что у нас не будет цифровой трансформации только для цели цифровой трансформации? 5 минут, пожалуйста, слово вам. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Карла Крастафари, и я управляющий директор компании Hedge «Цифровые решения». Мы поговорим сегодня о цифровой трансформации, попытаемся уложиться за 5 минут, потому что, по крайней мере, 10 минут выводилось. Но я в целом расскажу сначала о компании Hedge. Hedge работает. Это консалтинговая компания, которая работает свыше 1000 сотрудников во всем мире. Мы работаем с ГМК свыше 60 лет, и у нас уже свыше проектов на свыше 5 миллиардов долларов, которые находятся в нашем управлении. Автоматизация и различные экспертизы. То есть в этой области мы предоставляли цифровые решения всем нашим клиентам. И цифровая трансформация – это не что-то новое для нас. Мы внедряем технологии, предоставляем консалтинговые услуги, охватывая весь жизненный цикл в ГМК, начиная от разведки, ТЭО, заканчивая ликвидацией. Пару слов о цифровизации. Мы очень часто слышим о том, что можем получить большой эффект от цифры. Но что мы видим, с чем сталкиваются наши клиенты? Они не понимают, с чего начинать. Вот, например, на ВЭФ в 2017 говорили о том, что в течение 10 лет на 20 миллиардов долларов увеличится ценность, о том, что позволит избежать количества травматичных случаев в количестве 44 тысяч. Мы провели исследование и рассмотрели цикл ГМК и определили от 9 до 23%. Это процент улучшения тех эффектов, которые мы получаем. Но несмотря на все эти вызовы, все-таки наши клиенты сталкиваются с проблемой, с чего начинать, потому что не все так ясно. И ГМК сталкивается со многими вызовами, о том, что здесь необходимо увеличивать, производительность персонала. Например, и мы видим, что у нас проблемы с энергоэффективностью, и капексы увеличиваются как в новых проектах, так и в зрелых проектах. ОПЕКС также растет, операционные затраты также растут, и плюс мы еще сталкиваемся с операционными узкими местами. Учитывая все эти вызовы, мы считаем, что цифровизация должна начинаться с определения ценностей в операционной деятельности, то есть сокращение уровня травматизма, снижение капиталоемкости и сокращение издержек. И все это можно достичь через использование цифры. Это очень такие шумные, популярные слова, которые используются. Но как можно удостовериться в том, какой эффект мы все-таки получим в результате трансформации? Но основная идея, что все это не благодаря технологиям, все зависит от понимания проблемы, которую необходимо решить, а также ту ценность, которая сопряжена с решением этой проблемы. Именно с этого нам необходимо начинать. Я буквально пару минут хотел бы поговорить о 5 ключевых причинах, почему свыше 70% цифровых проектов потерпели крах. Во-первых, люди очень сильно фокусируются на вот этих популярных словах, не понимая саму цифру и не понимая эффекты, то есть не имея стратегии. То есть нужно рассмотреть полностью в комплексе все процессы. Мы не должны рассматривать процессы изолированно. Многим организациям не хватает талантов. Нам необходимо понимать, как мы можем устраивать партнерские отношения с другими организациями в отрасли. Нам необходимо понимать, что нам необходимо развивать сотрудничество, и необходимо развивать эти изолированные команды. И нам нужно рассматривать в целом всю цепочку создания стоимости. То есть нам нужен комплексный подход к работе с цифрой. И последнее, но немаловажное, это приверженность с высшего руководства для того, чтобы обеспечить долгосрочную реализацию. То есть мы говорим о том, что все заключается не в цифре. Цифра – это просто инструмент, как и любой другой актив, которым мы располагаем сегодня. Все на самом деле начинается с понимания ценностей и тех факторов, которые мы можем получить в результате цифровизации. Это все можно создать через техническую среду, которая у нас имеется, через человеческий персонал. Нужно мотивировать персонал с тем, чтобы они понимали цели и задачи организации. Также немаловажно это оказание помощи рабочему персоналу. Все заключается в упрощении автоматизации.
То есть мы создаем инфраструктуру, которая максимально повышает использование технологий и позволяет выполнять работу. Правильно фокусируясь на людях, процессах и технологиях, мы сможем обеспечить бесшумные интерфейсы для улучшения операционной деятельности, для повышения надежности и эффективности. И все это приведет к росту продуктивности и к увеличению ценности для акционеров. Господин Кристофари, я прошу прощения, вам необходимо закругляться. Прошу прощения, спасибо за внимание. Спасибо.